На базе Канашского дома детского творчества действует секция настольного тенниса. В 2021 году было принято решение об открытии группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия для них проводятся 4 раза в неделю бесплатно за счет бюджетных средств. Мама Глеба, одного из учеников, Людмила Александровна, активно принимает участие в тренировках сына и помогает организовывать поездки команды на соревнования, где ребята занимают почетные места. Ну вот год назад мы заинтересовались настольным теннисом. Нас пригласили в Республику Татарстан на пробные соревнования, куда были приглашены только дети с синдромом Дауна, как бы для открытия отдельной категории ИН-2. И вот мы туда поехали, поучаствовали, посмотрели, как другие республики, другие регионы тоже занимаются, на других спортсменов. Мы вот заинтересовались и потихоньку начали заниматься настольным теннисом. Занимались мы изначально в «Локомотиве», нашем спортивном комплексе. Там один теннисный стол был. Потом так получилось, что там теннисного стола не оказалось, и мы узнали, что здесь есть секция настольного тенниса. Евгений Иванович нас пригласил, тоже разрешил нам заниматься здесь вместе со всеми. И вот с тех пор мы, наверное, вот в течение года вот мы занимаемся здесь с понедельника по четверг. Сами видите, помещение достаточно большое, много столов, то есть каждый может заниматься за столом. Есть, Евгений Иванович нам показывает разные приспособления, вот там они стоят в углу все, туда можно отдельно, тренажеры, да, как их правильно назвать, приемы играть, как подачи ставить, как правильно играть, вот. И мы потихонечку учимся, занимаемся. Мы второй год уже принимаем участие во всероссийских соревнованиях по настольному теннису, которые проводит Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Победа дается трудом. Чтобы победить, нужно много пропотеть на тренировках, промучиться, научиться. Но то, что мы сегодня играем, это еще не самое серьезное. Мы хотим, чтобы у нас было дальше еще серьезнее. И, может быть, на мировых аренах оказаться. С нашим диагнозом собрались спортсмены из 8 регионов. Это Чувашия, вот мы, можно сказать, единственные. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше детей из Чувашии выезжало, чтобы Министерство спорта нас увидело, что мы существуем, пока Министерство спорта о нас не знает. Хотим, чтобы они нас поддерживали где-то, может быть, материально, где-то морально. Вот. Мы пока на собственной личной инициативе это вот выезды организовываем своим детям. Соревнования вообще это атмосфера очень такая, вклиниваешься в эту атмосферу, что смотришь, как другие играют, как наши играют, переживаешь за своих. Это очень такая атмосфера спортивная. Интересная, надо включаться, надо заниматься, жить. Настольный теннис способствует улучшению зрения, концентрации внимания, развивает физическую силу. Теннис – это вообще хорошее упражнение вот для глаз. Для зрения вот этот теннис настольный, мне кажется, прекрасное, да, внимание, концентрация внимания. Это и физические нагрузки. Настольный теннис вот вроде бы кажется легко, а там ведь ноги должны работать, руки должны работать, еще голова должна, 2 полушария головного мозга. В общем, это очень много, это интересно, движение, да, вот это все надо, каждому можно заниматься. Даже вот мы сейчас, родители, с детьми занимаемся, и мы получаем очень много. И теннис, и соревнования, и общение друг с другом. Даже вот строить игру, например, он же в процессе игры, он должен самостоятельно принимать решения, как принять шар, какой угол подать, как забить сопернику гол. Это очень важно для наших детей, да вообще для всех, для любых. За пределами секции дети совместно ходят на плавание, встречаются на различных мероприятиях, посещают музыкальные, художественные, кулинарные занятия. Мы абсолютно заняты, свободного времени нету. Еще школа, да, вот сейчас пока каникулы, мы немножко посвободнее. Евгений Лабзин – тренер по настольному теннису Дома детского творчества, педагог высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации, преподает в зале 40 лет. С раннего детства всегда интересовался спортом, занимался спортом, но всех больше любил, конечно, настольный теннис. Ну, немножко борьбой занимался, волейбол, баскетбол. Но основная, конечно, тяга была всегда к настольному теннису, поэтому, наверное, я и стал тренером.
В 1974 году я закончил Канадское педагогическое училище, физкультурное отделение. А с 1986 по 1991 год учился в Чувашском педагогическом институте имени Яковлева. В 1991 году его закончил заочно. Евгений Иванович считает, что главное в работе педагога – это доброта и любовь к детям. В этом году настольным теннисом занимаются 55 учеников. Со слов руководителя, подход к детям с ограниченными возможностями имеет свои особенности. Для этого он прошел курсы и получил сертификат. В СВЗ записалось 5 человек. А основная, конечно, которая играет, это 4 человека, которые и на соревнованиях участвуют. И так, у них получается, в общем. Первый год, с сентября месяца, как они пришли, попросились, так скажем, это самая группа активные родители, молодцы. И вот с этих сентября месяца где-то мы вот приступили к занятиям. Но они до этого еще в 2021 году ездили, они уже в Саранске были и в Татарстане. А в этом году первые соревнования, вот у них в Саранске были в марте месяце. Предполагается еще, я так знаю, что в Татарстане еще будут соревнования. Минспорт России уделяет этому виду спорта, и с людьми такими заниматься – это большое дело. Если будут приходить, вот я с родителями разговаривал, говорю, а что, есть же наявка на шее еще. Ну, вот не все такие активные. Конечно, хотелось бы, что, пускай приходят, занимаются, столы есть, время есть, все дело в желании. Спортом пускай занимаются больше, катаются на коньках, дети тем более. Ну, сейчас, конечно, вроде строят что-то так. Это в парке, допустим, там на тренажерах пускай занимаются и другими видами спорта занимаются. Ну, настольный теннис, как я пропагандирую, конечно, пускай детей приводят сюда, в Дом детского творчества, а там посмотрим. Надо, как говорится, способных выделить, и если их больше тренировать, внимание уделять. На соревнования можно ездить. Это общение, вообще, на соревнования это класс. А тебе нравится заниматься теннисом? Да, Ты давно ходишь сюда? да, иду. С удовольствием ходишь? Да, У тебя здесь есть друзья? есть, да. А как зовут твоих друзей? И Сень, и Аня, и Авоз, и Сата, и Лили, И Валера. и деды, и Дани, и мама, и Сани, мама, Том. Артем. Светлана Глушкова, Владислав Васильев, Дом детского творчества.